же все родом из детства. На самом деле, будучи маленькой, я и сестренка мечтали о том, что когда-нибудь, когда мы повзрослеем, мы станем бизнес-леди. Вот в голливудских фильмах насмотрелись. Здравствуйте, меня зовут Насима Бахрамова. Я собственник и руководитель компании Максим & Ко. В 2014 году мы основали компанию Максим & Ко, начинали с консалтинговой сферы индустрии, реализовывали такой пакет услуг, как бухгалтерский аутсорсинг, кадровый, маркетинговый. Но на сегодняшний день мы уже себя позиционируем все-таки как провайдеры логистических услуг. Мы занимаемся перевозками, растаможками, география не ограничена. Слава богу, на сегодняшний день наш человеческий капитал составляет достаточно солидные портреты людей с хорошей, сильной экспертизой, с сильными компетенциями в сфере таможенного дела, в сфере транспортных логистических услуг. Мы же все родом из детства. На самом деле, будучи маленькой, я и сестренка мечтали о том, что когда-нибудь, когда мы повзрослеем, мы станем бизнес-леди. Вот в голливудских фильмах насмотрелись. И действительно, когда уже, будучи наемным работником, понимаешь, что я бы сделала так, а я бы сделала так, просыпается такая некая предприимчивость, инициатива, которая впоследствии потом или наказывается, или поощряется. Вообще хочу выразить огромную благодарность моему последнему работодателю, потому что именно она поспособствовала, это тоже была женщина, тому, чтобы я все-таки созрела к мысли создания своего собственного бизнеса. Меня поддержала моя свекровь и свекор. В моем случае, к сожалению, на сегодняшний день уже моей свекрови и свекра нет. Они мне заменили, кстати, моих родных родителей. И вот то, что моя свекровь, женщина очень такая интеллигентная, поддержала меня и говорит: иди, конечно, создавай свой бизнес. Для меня это было 50% инвестиций. Потому что вот эта вот моральная поддержка, зная о том, что у меня маленькие дети это тоже наши инвестиционные проекты, она в этом фланге, значит, меня поддержала, то есть дома занималась воспитанием наших детей. И вот вся уникальность именно вот в этом, да, все-таки в нашем социуме стереотипы, да, отношения между свекровью, невесткой достаточно бывают разные, чаще всего сложные, а в моем случае они были такие вот уникальные, очень гармоничные, близкие. На сегодняшний день наша компания, в принципе, считается средней компанией с практически где-то плюс-минус миллионным оборотом годовым, если в условных единицах брать, 50 и более сотрудников в штате. Но мы хотим сделать скачок, мы хотим сделать прыжок из среднего бизнеса в крупный бизнес, масштабироваться. Причем как масштабироваться? Мы хотим капитализироваться в околологистических сферах, например, уйти в агропромышленный комплекс, создать оптово-распределительный центр, перерабатывающий центр, цеха. Я сейчас пока не хочу открывать занавес именно тех стартапов, которые мы хотим сейчас запустить, уже в процессе мы. Тем не менее, сталкиваюсь сейчас со сложностями, потому что, чтобы все-таки капитализироваться, да, нужен свой капитал. Он у нас относительно в какой-то мере есть, но недостаточно для того, чтобы прыгнуть именно в крупный бизнес. Все-таки есть вот эта ограниченность, рамки, что максимум можно выдать, допустим, кредит, так условно говорю, 20-50 тысяч долларов, независимо, женщина или мужчина, я в целом говорю. Хорошо, можно выдать под 100 тысяч долларов, это вот про локальные банки. Более крупные можно с поддержкой международных финансовых институтов, там я имею в виду миллион, допустим, получить, но это очень сложно. В основном, если статистику посмотреть, выдают такие кредитные продукты мужчинам, но не женщинам. Вот я сейчас в процессе такого переходной экономики внутри нашей компании, когда хочется перейти в более крупные масштабы, очень сложно мне сейчас дается переговоры с любыми финансовыми институтами, будь это доноры, инвесторы,
банки. Сложно, конечно. Почему? Потому что, кроме того, что есть портфолио, есть как бы репутация, есть обороты, есть штат, да, там обсуждается вклад в виде собственного капитала. Ну вот слышу вот этот вот прям и слышу, и чувствую, и вот так вот говорят, ну давай займись пока, ну, продажей там, машину одну купи достаточно, ну зачем тебе вот это вот крупное? Вот это вот, конечно, подстегивает, возможно. Сначала как бы идет стресс, шок, почему? А потом уже подстегивает, нет, все равно пойдем в крупный бизнес, потому что если смотреть на наш Таджикистан, есть действительно героини такие, но их по пальцам посчитается. Вы знаете, я так благодарна тому, что был провал в 2018-2019 году. Мы были на грани банкротства. У нас была достаточно тоже такая компания, коллектив такой многолюдный. Мы пришли к тому, что повязли в долговой яме. Были большие убытки. Приняли антикризисные меры. Да, мы вынуждены были расстаться со многими сотрудниками. Компанию вели на тот период 3-5 человек. Вот один-два человека в филиале в Худжанде и 3 здесь в головном офисе. При том, что было почти что 28 человек. Это мы распустили так штат. То есть был такой момент. И я рада, что я через это тоже прошла. И когда я проживала этот период, я ходила и улыбалась. А сама думала, боже мой, как бы не сойти с ума, все хорошо, все нормально. У меня еще и дома были сложности. Там и свекровь потеряла, и свекра потеряла, и там были сложности, здесь сложности. Но, слава богу, это прожила, это было какое-то обнуление. Видимо, вот такие провалы делают нас сильнее, прочнее. Руки не опустила. Я просто сама от себя была в восторге, что, слава богу, сама не сошла с ума. Моя главная история – это все-таки про то, что я мама 3 детей. И, наверное, я бизнес даже открыла ради детей. Думая о том, что мне нужно быть достойной матерью. Я хочу создать достойное детство и будущее, и настоящее вообще своим детям. Мне хочется, чтобы у них было хорошее образование, хорошее окружение, счастливое детство, счастливое успешное будущее. Все делается для них, поэтому моя главная история все-таки про то, что я мама. Говорят, что вот в нашей жизни, да, вообще в жизни, 2 движущие силы – это страх и любовь. Вот женщина, в силу того, что она сама по природе эмоциональная, очень многие боятся начать. Вот страх управляет нами. Ой, я боюсь открыть компанию. Ой, я боюсь, а вдруг я потрачу деньги, а вдруг я не верну. Ой, а вдруг я не оправдаю ожидания. Ой, а вдруг я домой вернусь, а мне скажут, вот мы же тебе говорили, зачем ты туда полезла, допустим. Да? Страхи. Или же наоборот любовь. Ради любви к детям, ради любви к супругу, ради любви к маме, да, ты мотивируешься и говоришь самой себе, допустим, я должна это сделать, я хочу это сделать, чтобы мама обрадовалась, чтобы дети обрадовались, неважно, да, 2 таких главных мотиватора. И что я хочу посоветовать? Больше смотреть в сторону любви. Конечно, здоровый страх должен присутствовать, но не бояться. Любить и не бояться. Это вот такое основное пожелание, и не только женщинам, вообще всем.